Трубу нагреем. Так он должен расшириться. Нагреем. А эту на улицу выкинул на холод. На улице минус 30 под 40 даже. Так что она должна это. Нагреем ее сейчас. Главное сейчас правильно забить. Маленько криво насадил. Сейчас попробую выправить. Сейчас попробую выправить. Так, холодную-то не могу прокрутить. Холодную не могу крутануть. Маленько. Вот этот. Сейчас хорошо прогреется. И попробуем. Как говорится, жар железом творит чудеса. Но так-то железо мягкое, не должен лопнуть. Вот достаточной силы на достаточно крутящий момент ему надо дать. То только все нормально будет. Градусов 5, да? Ну, градусов 5-10 где-то в этом районе. Нет, так вот сразу, короче, на нее шпильку ставить не надо будет. Надо сперва ее поставить, там собрать, попробовать. Потом, если ровно, то можно шпильку ставить. А так вот руль может получиться кривой. Вот повернуть бы на несколько градусов. Вчера-то засадил, будь здоров. По-моему, даже шпильку вставлять не надо. Ей шпильку надо ставить. Все равно. То его будет колотить там по нашим лесам да дорогам. Как-то повернуть надо ее на несколько градусов. Шпильку втыкать придется, но только после того, как я ее обратно на месте поставлю и попробую руль. Вот руль ровно будет стоять, нет? Только так. А так, если заранее забью, там эти градусы-то вот на этом-то сообразить никак не получается разглядеть. Я не стал ее выковывать, но так маленько паковал и напильники не стал залить. Ладно, накуплю, я их привезу потом побольше, по паре штук. И трехкранных, и круглых, и плоских. Надо будет перевести и закинуть тут. Тут как она, выход из положения не дают. Не хочу, чтобы сильно красная стала. Да она же может отпустить, и железо-то уже когда греешь, у него-то меняется. Да, остывает. Но так-то, в принципе, труба-то это толстая. И материал мягкий. Такой тягучий, мягкий металл. А без рукавиц
Рукавицы надо одевать, а без рукавиц можно руки обжечь, ухватиться. Ну, не подумал, что возьмешься. И все. Калека, считай, на пару дней. Выправил. Вот что такое система рычагов. За ограничитель руля зацепился. И выправил. Это не на том месте, где я его... Ну, это где шпилька, да? А на самой трубе он маленько крутанул. Как бы трубу не порвать. Ладно. Потом точно сварка надо будет. Сидит, блин, как сваренный. Даже получше, чем сваренный. Но она отлетит все равно. Его-то колотить будет, ё-моё. Что не я, насколько мне взял, то время сделает. Так что все равно шпильку вставлять придется. Жалко только, вчера одну сверлу сломал. Одно сверло. Что это? Вот. Железяка. Вот. Лежала бы, да? Где-нибудь. Не нагнулся бы подобрать, а тут в единственном экземпляре он тут был. Где-то парочку-то уже капканом привязала. А? В единственном экземпляре он тут был. И только, видишь, как выручил. Так что в лесу металлолома нету. Чего-нибудь, да что-нибудь можно придумать. Вон, например, двигатель этот бурановский. Ну, как станок и сработал. Зажимной. Этот. Тиски зажимные. Так и сработал. А эти железяки. Так вот, помогли тоже. Так что в лесу, говорит, мусора нету. Блин, как бы этот топор вытащить. Сейчас специально. Это в тот раз, короче, расколоть не мог. Вот это дерево свалило, оно крученое. И расколоть не мог. И поэтому, ну так, в сторонку откинул. Вот в нее и вошла, видишь, как стукал вчера на коваленка мои. Таежные. Так вот. По-моему, сделали. Но сейчас дырку просверлить остается. Вчера полчаса сверлил этим допотопным. Одно у меня сверло только одно сломало. 202 сверла. Шуруповерт так в тот раз увез, а сверло оставил. Вот это помогло тоже. Вроде прямая же. Выправил же вроде. Он направо где-то градусов на 5000. Тут. Ну, заметить не могу, вроде идеально сидит. Но руль поставим, видно будет. Руль поставим, видно будет. Если там допустимо это будет, что ж теперь. Так и придется ездить. Делать нечего. Ровненько. Вроде бы. И сразу поставить, да и все тут. Мучиться с ней. Походу и крючок получился. Отсюда-то уже не вытащится этот как трос. Хороший крючок получился. Да пора бы сейчас еще вытащить. Ну ладно, пока не будем спешить. Бардак. Ну ладно. Уберусь я сейчас.
Ну, ровненько же. Ровно вроде. Сразу шпильки поставить, просветлить. И все-таки одеть. Ну ладно, куда спешить-то? Поставлю. Все равно там еще на сегодня работы много. Там еще это крепление двигателя там лопнуло. Уже второй раз лопается, блин, это крепление. Потом всякие лишние звуки появляются при нагрузке. И начинаешь бояться, что, мол, типа, этот двигатель стучит уже. Нормально вроде. Не, ладно, сперва поставить попробую.